Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире Абхазского телевидения «Актуальное интервью». Гости нашей сегодняшней программы – министр финансов Республики Абхазия Амра Кваранзе и министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Кирселян Сурен. Добрый вечер. Добрый вечер. В начале этого года вступило в силу соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии. Что это значит для наших пенсионеров? Очень точная формулировка. Хочу сказать, что соглашение, подписанное в апреле 2015 года, и над ним была проведена достаточно кропотливая работа до подписания соглашения. А уже после этого оставались, процедурные вопросы, которые нужно было провести. Скажем, такие как ратификация в абхазском парламенте, которая прошла очень успешно. Потом нужно было провести ратификацию и в российском парламенте. Потом, это президент России подписывает. И соглашение вступало в силу только после обмена ратификационными грамотами. Обмен ратификационными грамотами произошел в январе этого года. Наш посол в России Игорь Мурадович Ава и первый зам министра, статс-секретарь Карасин поменялись ратификационными грамотами, и с этого момента соглашение вступило в силу. Что оно нам дает? Это нам дает то, что наши пенсионеры, их порядка 32 тысяч, 32 170, если быть точнее, они будут иметь возможность получить доплату к своей пенсии за 2015 год. За 2015 год, там еще 2 месяца этого года берется, в общем, за 14 месяцев. Сумма достаточно внушительная, это более 400 миллионов рублей. Деньги уже пришли в Абхазию, они переведены уже в Сбербанк, и пошло начисление на карточки пенсионеров. И уже с той недели, те, у кого карточки, смогут начать получать свою пенсию. Те, которые же получают не через карточки, а через сберегательные кассы, скорее всего, они будут получать ее вместе уже с февральской пенсией, для того, чтобы не инкассировать дважды машины, чтобы деньги не возили туда-сюда. Таким образом. Я не знаю, я могу сказать о цифрах, но, скорее всего, Амра Андреевна будет говорить о цифрах. Амра Андреевна, наверное, на примере нам покажет и расскажет. Я просто хочу уточнить, чтобы было понимание. Это категории пенсионеров, которых это коснется. Это граждане Российской Федерации, проживающие постоянно на территории Республики Абхазия и не имеющие регистрации по месту жительства в Российской Федерации. То есть, если есть регистрация в Российской Федерации, то эти граждане не будут получать доплаты к пенсионному обеспечению. И еще один важный момент, который подчеркнул Сурен Арутюнович, это несмотря на то, что ратификация договора состоялась только в январе 2016 года, договор распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2015 года, а это означает, что доплата будет произведена начиная с января 2015 года плюс 2 месяца текущего года. То есть в конечном итоге 12 месяцев 2015 года плюс 2 месяца 2016 года. С понедельника начнется зачисление пенсии пенсионерам, которые обслуживаются по банковским карточкам. И уже начиная с середины недели, как сказал Сурен Арутюнович, путем инкассации деньги будут переданы тем пенсионерам, которые в отдаленных районах живут и получают пенсии через кассы сберегательного банка. Сейчас это коснется 29 147 пенсионеров. Несмотря на то, что у нас, я почему хочу на это обратить внимание, потому что там в дальнейшем я еще хочу более об этом сказать, потому что здесь почему не 32 тысячи, как мы говорим, Потому что, во-первых, есть небольшая часть наших пенсионеров, которые сегодня уже получают более 10 тысяч пенсию. И эта доплата их никак не коснется. Потому я хочу сразу
немножко их разочаровать. Значит, те, которые получают более 10 179 рублей, доплата их не коснется. Значит, часть этих людей здесь нету. И все-таки, несмотря на то, что мы такую кампанию большую проводили в прошлом году, неоднократно выступали, все-таки не все прошли перерегистрацию. Понимаете? А это закон Российской Федерации. Граждане России, живущие за пределами России, обязаны ежегодно проходить так называемый факт нахождения в живых. Иначе они пенсию получать не будут. Вот это 29, чтобы вас не смущало, вот именно от этого зависит. То есть часть, которая получает более 10, и та часть, которая не прошли перерегистрацию. Те, которые вот сейчас получат надбавку к пенсии, 29 тысяч, да? 29. Да, 29 147 человек получат доплату к пенсии. Это какая категория? Еще раз. Вот, кто, которые 10 тысяч получают, уже они не получат. Нет. Здесь вся эта категория, они все пенсионеры Российской Федерации, граждане России, получающие пенсионное обеспечение Российской Федерации по законодательству Российской Федерации. И в нашем соглашении было четко указано, что мы должны достичь уровня Южного федерального округа, который на 1 января 2015 года составлял 10 179 рублей. Потому вот доплата будет осуществляться только тем, кто не получает этого уровня. Те, кто получает уже такую пенсию, а у нас есть такие пенсионеры, которые получают и больше 10 тысяч, вот они не будут получать доплату. Их будет касаться только индексация пенсий. Если Россия будет проводить индексацию пенсии, то они, конечно, эту индексацию будут получать. В конечном итоге доплату к пенсии в феврале получат те, кто прошел перерегистрацию и чей уровень пенсионного обеспечения ниже, чем 10 179 рублей. Можно на примере как-то показать? На примере, значит, то, что касается самого соглашения. Соглашение предполагает в течение 3 лет поэтапно повышать пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазии, в форме доплаты к пенсии. И эта доплата в зависимости от того, какого уровня пенсионного обеспечения уже достиг гражданин, будет расти. Процент, который предусматривается, из года в год он будет увеличиваться. Здесь самое главное, я еще раз перебью, здесь самое главное, чтобы наши пенсионеры четко понимали, что доплата, это не все получат одинаковую доплату. Да, мы на примере рассмотрим. Да, потому что каждый получит именно свою доплату. Кто-то получит совсем маленькую, потому что они уже близки, скажем, той цифре, которая планируется. То есть надбавка разная у всех. У всех будет совершенно разная надбавка, единой надбавки не будет. Значит, каким образом будет происходить доплата? Значит, в 2015 году, в зависимости от того, какую пенсию на 1 января 2015 году получал пенсионер, доплата в 2015 году к этой пенсии составит 20%. С 1 апреля 2016 года доплата уже составит 40% от той базовой величины, которая была в 2015 году. И в 2017 году доплата составит 62% от базовой величины премии. Если смотреть на конкретном примере, то если пенсионер, предположим, получает пенсию 5000 рублей, то доплата его в 2015 году за каждый месяц, это ежемесячная доплата, составит 1000 рублей. В 2016 году доплата составит 2000 рублей. И в 2017 году доплата составит 3100 рублей. В конечном итоге, значит, общий уровень пенсионного обеспечения этого пенсионера в 2015 году ежемесячно 6000 рублей, в 2016 году 7000 рублей и в 2017 году 8100 рублей. Но еще раз, то, что касается 2015 года и 2 месяцев 2016 года, эту доплату единовременно пенсионеры получат в феврале. А уже начиная с марта ежемесячно то, что они будут получать, на нашем примере, для тех, кто получал 5000, он ежемесячно будет получать 6000 до 1 апреля, и начиная с 1 апреля 7000 рублей. Если это касается, предположим, пенсионеров, которые имеют пенсию в 9000 рублей,
то доплата этих пенсионеров в 2015 году составит 1179 рублей 65 копеек, потому что уже в 2015 году они достигнут этого предельного значения 10 179 рублей 65 копеек. И эта доплата не будет меняться в 2016 и в 2017 году. Она также зафиксируется на уровне 1179,65 рублей. То есть в конечном итоге пенсионеры, которые получали 9 тысяч рублей, в 2015, 2016 и 2017 году на руки получат ежемесячно 10 179 рублей 65 копеек. То есть у них рост пенсии не будет. У них зафиксируется вот эта предельная величина, которая установлена. У каждого пенсионера таким образом будет разная доплата. Если пенсионер сегодня уже получает 10 тысяч рублей, чтобы этот пенсионер понимал, что его доплата составит всего 179 рублей 65 копеек. Ну, здесь немножко все-таки чуть-чуть подсластим, да, тем, кто получает. Российская Федерация планирует проводить индексации пенсий. Индексации, насколько я понимаю, их будут касаться. Индексация будет касаться всех пенсионеров, она проходит ежегодно. В этом году она составляет, она в феврале сейчас будет 4%. В феврале будет индексация. И февральскую пенсию, которую они получают, они уже получают с учетом индексации 4%. А я еще раз хочу обратить внимание пенсионеров на то, что единовременно в феврале будет получена доплата за 14 месяцев. Если мы вернемся к тому примеру вот с 5 тысячами пенсионного обеспечения, вот у пенсионера, если 5 тысяч было установлено пенсионное обеспечение, то в феврале в виде доплаты за 14 месяцев он получит 14 тысяч рублей. Но уже начиная с марта он будет получать доплату 1000 рублей, значит, на руки с учетом пенсионного его обеспечения 6000 рублей. То есть каждый пенсионер должен понять, что сейчас перерасчет ведется за 14 месяцев. То есть в марте он уже таких денег не получит. То есть он получит, по сути, задолженность, которая возникла по соглашению с 1 января 2015 года. Я хочу сказать, что вот это еще раз подтверждает то, о чем мы вот говорили почти вот весь год, да, о том, что не волнуйтесь, мы успокаивали наших пенсионеров, наших старших, что в любом случае, когда бы ни случилось, вы получите за весь год. И, конечно, вот сейчас, на самом деле, это для меня очень радостное событие, что это состоялось, и мы станем очевидцем этого, на самом деле, да. Но теперь, если вы позволите, я вот просто небольшое обращение сделаю к пенсионерам. Хочу сказать, что вот то, о чем мы говорили с вами, да, что для того, чтобы получать пенсию регулярно, граждане России, живущие за ее пределами, должны ежегодно проходить факт нахождения в живых. Эта процедура несложная, наши пенсионеры ее уже знают, просто в силу нашего характера, наверное, не совсем пунктуально мы выполняем, и потом получается, значит, сбои. А если сбой состоялся, если человек вовремя не прошел регистрацию, компьютер его приостанавливает выдачу его пенсии, и потом восстановить гораздо сложнее, понимаете, там надо будет 2-3 месяца. И потом получается, что пенсионер в течение 2-3 месяцев не получает пенсию. У нас так получилось в 2015 году, и потом нам пришлось неимоверные усилия прикладывать для того, чтобы всю эту работу, значит, наладить. Вот поэтому я вот хочу обратиться и сказать, что вот сейчас в марте, феврале месяце, февраль и март у нас Ачамчира и Ткварчал. Вот. Других пенсионеров попрошу не беспокоиться, лишний раз никуда не ходить. Они знают, в Ткварчале есть, значит, консультационный пункт Российского пенсионного фонда и есть собес. И в том и в другом органе можно пройти эту перерегистрацию. То же самое в Ачамчире. Вот я очень просил бы, чтобы они вот так дружно за эти 2 месяца прошли эту регистрацию. А дальше, значит, в апреле у нас планируется Гудаутский район, май-июнь Гагарский район, значит, Сухум и Сухумский район, июнь, июль, август, 3 месяца, там все-таки самое большое количество пенсионеров, и Гулерепский на сентябрь месяц. И таким образом, если мы вот все это выполним как полагается, у нас никаких сбоев с получением пенсии
я надеюсь, не будет. Ну, я думаю, по мере приближения Нет, мы, конечно, регистрации мы будем конечно, информировать мы в объявления вывешиваем в собесах каждого района, когда приходит время, звоним пенсионерам, напоминаем. Я думаю, и будет возможность и через телевидение это делать, можем давать там информацию. Но вот это очень важно. Я хотел бы, чтобы все-таки пенсионеры очень важно пройти вовремя регистрацию. Спасибо большое, спасибо. Я благодарю вас за беседу. Вам большое спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.